Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой канал, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам заранее спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку. Спасибо вам, милые, земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Жених новый, жених бывший. С кем будут отношения? Мои милые, вам не трудно, а мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал, нажмете на колокольчик. Спасибо заранее. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, с кем будут отношения, с бывшим либо с новым. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самые нужные, важные факты о вашем будущем, чтобы вы понимали, чего ждать, к чему готовиться. Давайте посмотрим, с кем же у вас будут отношения. Бывший либо новый. Ох ты, ох ты, ох ты. Так. Лилия по центру говорит о счастье в личной жизни, о том, что любовь будет, о том, что отношения будут, и о том, что вы в этой любви, ну да, как бы по королевскому цветку вы выигрываете, вы будете счастливы. Но вот что мне не совсем понятно. Возможно, кто-то из вас загадал тему, но при этом женщина не свободная. Может быть, у вас муж был, либо есть, и вот вы думаете, что все, да, все уже не хочу, не буду, не будет у нас с ним никаких отношений, как бы все закончилось, и все, я самостоятельно живу своей жизнью. Но нет, девочки, ошибаетесь, причем ошибаетесь очень сильно. Просто я не вижу, что у вас, например, бывший, да, этот человек не идет к вам как бывший, он идет как настоящий и будущий, вот как он идет. То есть у кого есть мужчина, с кем вы живете, с кем вы встречались, с кем вы вот ушли в тишину, причем ушли, может быть, там несколько месяцев назад, либо сейчас ушли в тишину. Вот это ваш мужчина. Вам с ним еще очень многое предстоит пройти. Ваши отношения не только набирают обороты, да, то есть ваша жизнь и ваши отношения — это как локомотив. Вы там буквально проехали только, я не знаю, там первые 15 минут своего пути, а ехать вам еще там, я не знаю, несколько суток. Вот, так что у вас еще очень много будет всего впереди. Есть будут отношения, причем они будут и яркими, и перчеными, и страстными, и холодными. То есть, ну, как жизнь не скучная у вас будет с этим человеком. Вы такое впечатление, что вы друг друга как будто бы вылепливаете, да, вы два скульптора, которые друг друга лепят. Вы на друг друга очень сильно влияете. Вы вместе с этим человеком растете, вы вместе с этим человеком становитесь более восприимчивым, наверное, да, к будущему. Сейчас я понимаю, что у вас могут быть прям негативные настроения, либо какие-то, может быть, даже мысли неприятные по отношению к этому человеку, но нет, вы еще будете вместе, и вашим отношениям еще быть. Вам еще от этого человека там либо рожать, либо дом вам вместе поднимать, что-то вы вместе будете новое начинать и делать. Поэтому в вашем случае, вот кто вот, скажем так, да, вот этот год расстался, развелся, это не конец, это только лишь начало вашей истории. Так, другие девочки, кто у меня сейчас абсолютно одинокая девочка, которая, ну, сама по себе живет, да, как бы, ну, самодостаточно, ни в ком ни в чем не нуждается, но в то же время, ну, как бы надо, да, надо. Там люди смотрят, шепчутся, там родственнички могут доставать вопросами, ну когда же, ребеночка опять же таки хочется. Если уже есть, то еще одного, может быть, хочется поделиться какими-то своими заботами, чтобы был даже не столько вот муж, да, а сколько был друг хороший в вашей жизни. У вас однозначно идет такой друг, идет такой товарищ, это новый человек,
но этого человека, возможно, вы уже знаете, возможно, вы уже его видели, либо, возможно, у вас уже какое-то общение есть. То есть у одних девочек отыграется так, что вы начнете сближаться с человеком, которого вы знаете, с кем вы там, ну, дружили, да, дружите, там, коллега на работе, либо там, может быть, одноклассник какой-то случайно появится. Человек вам внешне знакомый, даже внутренне, например, знакомый. Вот с этим человеком вы начнете очень, очень медленно, но конкретно сближаться. Сближение будет достаточно долгим, потому что вы будете держать этого человека на дистанции, на вытянутой руке. Но это ваша психологическая такая особенность, да, вы защищаетесь. Вы, ну, достаточно закрытый человек, вам очень трудно делиться тем, что у вас есть. И я не говорю про ресурсы, я говорю про ваши эмоции, про ваши чувства, восприятие мира. Вы как немножечко как в сундуке сидите, да, но это ваш сундучок. Пусть он маленький, пусть он там темненький, но это ваше. А быть в отношениях с мужчиной — это значит впускать его в свой внутренний мир, делиться с ним. Ну, вам нужно будет над собой поработать, да, преодолеть этот момент, может быть, даже какого-то смущения, либо, ну, может, даже эгоизма. Вот как-то так идет. Вы будете сближаться с тем, кого уже знаете. Этот человек уже вам знаком, вы будете с ним сходиться, сближаться. И то, что было дружбой, станет любовью. Причем очень крепкой, очень надежной. С этим человеком проживете до конца дней, прям душа в душу, как говорится. Так, еще у меня есть девочки, которые несколько раз, может быть, в браке были, либо после вашего брака, вот был брак, развод, очень много времени прошло. Либо вы не были в браке, но жили с мужчиной достаточно долго, и ну, вы считали, что это ваш муж. Вот вы... Ну вот она, вы стоите, видите, вы стоите, и такое впечатление, что мужчина как-то очень плохо поступил, предал, обманул, унизил, оскорбил, может быть, с долгами оставил, может, вообще одну оставил где-то в неизвестном, там, слабо изученном месте. Однозначно вы идете очень пострадавшие от мужчин и от мужского коварства. Да, вот есть там женское коварство, но мужчины не менее коварны, чем женщины. И я считаю, что вот обоюдно эта ситуация происходит и в жизни у одних, и у других. И мужчины еще жестче, да, чем женщины могут поступать. Вот вы очень жестко пострадали от мужчины. Тот мужчина мог, вы его любили, а он вас бил. Не дай бог, конечно. Да, он вас там попросил, вы пошли, взяли кредит, а он денежку раз забрал и... Васькой звали, да, а вы теперь и с ребенком, и с кредитами, и не знаете, как концы с концами свести. Здесь может быть даже ситуация того, что мужчина обещал там жениться, что все, мы там и дом построим, будем вместе. Потом раз и другую себе нашел, какую-нибудь там выгодную женщину, да, вот именно выгодную, хочется сказать. Как-то вот, знаете, пережили, натерпелись, да, наплакались. И вот какое впечатление, что никому больше не верите. То есть вы, может, слово себе дали, да, сказали, что да все, гори, но синим пламенем, чтобы меня так били, обижали, подставляли. Я не хочу больше мужчин. Я не хочу отношений. Но у вас как раз-таки вот самый счастливый случай, самый счастливый вариант происходит. Вам идет мужчина как награда, как подарок. Вот вы, ну вот в душе, да, в душе, может быть, всех мужчин клеймите и говорите там сволочи, изменщики и прочее. Но вам как будто бы судьба и сам Боженька докажет, что не все мужчины плохие. Вам, девочки, посылается мужчина очень такой, как говорят, завидный жених, да. Это новый совершенно человек, состоявшийся, состоятельный, хочется сказать, респектабельный. Может быть, он так, знаете, будет постарше, чем вы, с такими какими-то благородными сединами, почему-то хочется сказать. Такой вот представительный весь, красивый весь такой. Знает, что делать, очень обходительный, элегантный, умеет зарабатывать деньги. И что самое главное, умеет их тратить, то есть не жадный человек. Человек высокого положения, высокого статуса. Вот такой человек идет. Сразу хочу сказать, что у кого-то из девочек он будет немножечко потрепанный. Потрепанный в плане того, что жизнь его потрепала, побила, да, в каких-то обстоятельствах. Может быть, человек прожил достаточно сложную жизнь, прошел сложный путь там, взлетов и падений.
но он как, знаете, вот яблочко, да, налился полностью силами и соками. Вот такой человек идет. Что хочу сказать. Вот, девочки, вот один мужчина вас как, ну, липку оббирал, да, а второй мужчина, который вот этот идет, он наоборот будет в вас складываться, он будет за вами ухаживать, он будет тратить на вас деньги, он будет решать ваши вопросы, ваши проблемы, будет исполнять ваши мечты и ваши желания. То есть здесь девушка явно вот настрадавшаяся, и у многих вот отыграется, что девушка, которая, ну скажем так, уже достигла определенный рубеж в возрасте. Вот вам больше всего в жизни повезло, потому что вот этот мужчина, который идет, ну это ваш ангел земной хранитель, понимаете, он всегда будет незримой тенью за вами ходить, вам помогать, вам подсказывать. Даже, знаете, как будет делать? Так вот видит, что вы с чем-то там не справляетесь, либо так посчитает, что ей тяжело будет, он пойдет и сам сделает. Вам вообще ничего не скажет. То есть как бы будет вас очень сильно оберегать, на ручках будет вас носить и поделиться с вами всем тем, что у него есть. Вот прямо от души поделится. Здесь, ну, на мой взгляд, это самая счастливая пара получается, да. Хотя все пары хорошие, даже вот те, кто будут спорить, ругаться, а вам другой мужчина пресный не нужен, он вам просто не подойдет. Так что, девочки, здесь мы, видите, как вопрос ставили, кто бывший, либо новый, а получилось, что настоящий и, ну, новый получается человек, да, и человек, которого вы знаете. Вот как-то так. Вы уж на себя определяйтесь, я вам вводные дала, я вам подсказочки дала, и уже под себя подстраивайте мое гадание. Мне очень нравится, что вас всех объединяет вот эта картинка, да, вот где женщина красивая, вот мужчина какой красивый, между ними чаша любви, и видите, они друг к другу тянут руки. А здесь над вами, видите, ангел, посланник Божий рассыпает благо. То есть мужчина, который ваш муж, он вам будет послан небом, то есть по заслугам, по интересу, по тому, чтобы вас обрадовать, да? Вот как-то так мужчина идет, кем бы он ни был. Даже если вы будете там с ним спорить, ругаться, но вы знаете, вот вы будете ругаться так, что будут стены трястись, и мириться так, что будет крыша вверх подниматься. Вот в этом ваша прелесть ваших отношений. Вам другой мужчина не нужен, вам именно такие отношения нужны. Те, кто будут долго подпускать мужчину к себе, да, держать его на расстоянии, вам тоже мужчина идет именно такой спокойный, флегматичный, даже хочется сказать, который будет полон терпения, который сможет пройти все ваши испытания, а вы действительно будете его испытывать, да, хуже, чем трактор. Будете придумывать ему 1000 каких-то разных заданий, как-то вот, ну, прям, я не знаю, там и психологию, что только не примените, чтобы проверить его, да, может, будете даже других женщин просить, чтобы они его там типа соблазняли, посмотреть, насколько он там верный. Ну, и женщина, которая натерпелась, ну, что, девочки, ну, у вас тут душа такая подзамерзшая, идет тот, кто ее согреет, отогреет. Хочется сказать, вы птичка со сломанным крылом. Идет доктор добрый, Айболит, да, который вас и полечит, и полюбит, и заберет с собой в новую прекрасную жизнь. Я за вас рада, потому что кем бы вы ни были и какая бы ваша история ни была, я вижу, что вам, Боженька, обещано большое счастье в любви. Пусть так и будет, и пусть это произойдет как можно скорее. Всем счастья, всем любви, всем радости. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.